Böyle meraklı multfilmden son, popülerinin maceralarından, daha doğrusu popülerinin hikayelerinden son, bizim kuşçuğumuz yırlamağa başladı, biz yayınımızdan devam etemiz. Ve şimdi ise, men anlağanım gibi, her şey daha görünmey, bütün sırlarımız da gizli kala. Şimdi yavaştan biz öz meraklı birinci misafirimizni sizlerden tanış edecekmiz. Ve hürmetli seyirciler, bugün gerçekten de öyle tırnakların mevzusu açılacak. Çünkü bugün biz kahve hakkında laf edecekmiz. Elbette aziz teleseyirciler ve kahvenin her bir sırlarını bizge böyle insan tarifleyecek. Alexey Kazadayev, Askania Yük şirketinde trening merkezinin rehberi. Здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро. Как настроение? Отлично. Как началось ваше утро сегодня? Ну вот, с кофе для вас. На самом деле интересно. Расскажите, пожалуйста, вот мы знаем, что на днях буквально пройдет великолепный, грандиозный, масштабный фестиваль. Фестиваль кофе, второй крымский фестиваль, с 25 по 27 ноября. Ну, это совсем скоро уже. Вот, Да, время, да. месяц Еще осталось времени на подготовку очень немного. И ребята, которые принимают в этом участие, они готовятся. В этом году у нас очень масштабный фестиваль. В прошлом году мы проводили только один чемпионат отборочный на национальный чемпионат на Россию. А в этом году мы проводим целых 4 чемпионата. Все это пройдет в рамках Крымского фестиваля кофе. И этот фестиваль проводится не только для профессионалов, но и для любителей кофе. Поэтому, пожалуйста, приходите. Вы сумеете попробовать кофе с абсолютно разных стран, с разных континентов и составить свое представление об этом чудесном напитке. Надо сказать, что этот напиток объединяет очень большое количество людей, хотя растет в небольшом количестве стран, всего в 67. Вот. Растет он разный, на разной высоте. Собирать его довольно-таки тяжело, но его вкус, его аромат радует, наверное, всех жителей Земли. Ну и вы, естественно, можете ее тоже попробовать. Мы, конечно, попробуем. Алексей, вот мы договаривались перед началом эфира, что это сегодня ноша упадет на меня. А вообще, про кофе или про фестиваль, о чем бы вам хотелось говорить сегодня больше? Я готов говорить обо всем. Давайте немножко о фестивале, для того, чтобы наши телезрители представляли, что это будет. Это будет чемпионат бариста, где за 15 минут нужно будет приготовить 12 напитков. 4 порции эспрессо, 4 порции эспрессо с молоком в разных вариациях и, соответственно, 4 порции авторского напитка. 4 судьи вкуса, 2 технических судьи будут оценивать как вкус, подачу, презентацию, насколько бариста умеет рассказать о том напитке, который он готовит, что он знает о этом кофейном зерне, на какой высоте вырос этот кофе, как его собирали, как его обрабатывали. Есть два основных способа обработки, это влажный и сухой. Вот. С помощью влажного мы получаем гораздо более ароматный напиток, но с большей кислинкой. А если мы получаем кофе сухим способом обработки, то, соответственно, там будет больше сладости и, соответственно, немножко меньше аромата. То есть он будет немножко более приглушенный. Ну, соответственно, чемпионат кофе-алкоголь – это умение смешивать кофе с алкогольными напитками, но так, чтобы алкоголь только подчеркивал и давал кофе раскрыться еще больше. Латте-арт, наверное, знают все, особенно это любят девушки, посмотреть, как рисуют молоком. И это действительно искусство, потому что отнюдь не всякий бариста умеет правильно взбить молочную пену и приготовить молоко. Ну и, наверное, самый необычный чемпионат, который всех зрителей вовлечет в атмосферу кофейных дегустаций, это каптестинг. Это детектив. Это детектив в том плане, что перед участником стоит 24 чашки, 8 групп по 3 чашки. И, соответственно, нужно пробовать ложечкой и определить, какая из 3 чашек лишняя. То есть 2 чашки одинаковые, 1 лишняя. И на это дается всего 8 минут. А как Очень это все интересно. определить? Вот для этого нужно тренироваться.
тренировать свои вкусовые рецепторы, тренировать свое обоняние, и это довольно-таки сложно. Ну, подождите, ну, насколько я знаю, вот зачастую, когда вот какие-то духи, да, вот пробуют, то а потом кофе обязательно подают, чтобы запах как бы перебить, да? Да. А тут как? Тут же везде кофе. А тут везде кофе, но он разный. Но самое интересное, что в финале попадается в группе 3 чашки, которые происходят из одной страны. Все 3 чашки будут из Бразилии. Возможно, это будет один и тот же сорт, только будет разный способ обработки. 2 чашки будут влажной обработки, 1 будет сухой. И вот на этих буквально нюансах, полутонах нужно научиться это определять. Сколько видов приготовления кофе и что больше любят крымчане? Ну, вы знаете, наиболее распространенная технология – это та технология, которая пришла из Италии. Она появилась, закрепилась в конце 40-х годов 20 века. Это технология эспрессо, потому что это самый такой индустриальный способ, да? Он позволяет бариста приготовить 200-250 чашек в час. Наверное, ни один другой способ такого не позволит сделать. Естественно, что у нас пока еще слабо развито альтернативное приготовление кофе. То есть там, где используются кемиксы, пуроверы, там, аэропрессы и прочее, но постепенно это появляется. Естественно, что для крымчан традиционным является, для многих крымчан является приготовление кофе в джезве, да, то есть кофе на песке, либо в турке. История этого сосуда очень интересная, она появилась довольно давно, и в основе лежит арабский сосуд, который называется далла, вот, и в этом сосуде есть носик, есть крышечка. Вот. А потом постепенно все это отпало, и уже в середине 17 века в Турции уже появилась вот такая джезва. Вот то, что мы сейчас с вами видим, это джезва из меди, это кованая медь, это тоже производство Турции, да, и она очень тяжелая. Именно с такими джезвами работают на чемпионате мира, так что вот мы тоже имеем возможность их опробовать. Мы сегодня, значит, на чемпионате мира. Кстати, я уже, Немножко. судя по всему, докупил. Отлично. Возьмите, пожалуйста. Так. А как правильно приготовить кофе в джезве? Самое главное, чтобы у вас кофе был свежей обжарки. То есть, если вы берете пачку кофе, покупаете на рынке, всегда посмотрите, когда этот кофе обжарен. То есть, вот этот кофе обжарен у нас 7 сентября. То есть, это приблизительно 1,5 месяца. Это нормально. Если кофе обжарен уже больше полугода, то, скорее всего, будут проблемы. Он будет не такой ароматный, он будет не такой вкусный. Вот. И, естественно, намалывать кофе нужно непосредственно перед приготовлением. Кто-то кладет кофе в горячую воду, кто-то кладет кофе в холодную воду. Мы сейчас с вами будем готовить 2-ю чашку с кардамоном. Это традиционная восточная специя, да, которую очень любят на Арабском Востоке. Вот. Ну, запах уже чувствуется. Ну, да. Да? А вообще, у меня такой вот немного профессионально-филологический к вам вопрос. Да, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, а вот зачастую очень много шуток в соцсетях по поводу того, все-таки как правильно, эспрессо или экспрессо? Латте или На латте? самом деле, Латте или латте, да. На самом деле, с точки зрения филологии, да, то есть если мы используем транскрипцию непосредственно итальянскую, то, естественно, нужно говорить эспрессо. Вот. Но поскольку многие из нас учили английский язык и знают сдвоенные согласные, да, то, соответственно, мы говорим иногда экспрессо. С точки зрения латте, то здесь однозначно все-таки ударение на первый слог. Это латте, это просто молоко. И если вы приедете просто в Италию и закажете латте, вам дадут стакан молока. То есть нужно обязательно сказать, что вы хотите кофе латте, то есть кофе с молоком. Вот это сейчас интересно на самом деле. Да. А также вот... А как выглядит вообще кофе изначально? Вот я вижу у вас какие-то там кожурки. Изначально кофе напоминает вишню, либо наш кизил. Да, только в кизиле у нас находится 1 косточка, а в кофейной ягоде находится 2 косточки. Естественно, что кофе, когда он не обжарен, это обжаренный кофе, он имеет зеленовато-оливковый цвет.
и очень твердый. Его размолоть может не всякая кофемолка. Вот. После обжарки он становится более хрупким, теряет до 25% своего веса, но в то же время на 25% увеличивается в своем объеме. Вот. В данном случае это у нас Колумбия, это микролот. Ну, аромат вы, наверное, смогли уже оценить все. Вот. И сейчас мы уже вот-вот отдадим еще вашим операторам 2 чашки прекрасного кофе. А где вообще появилась кофе? Родиной кофе является Эфиопия, страна, которая находится на северо-востоке Африки. Потом кофе проделала долгий путь. Второй родиной является Йемен, страна, которая находится на юго-западе Аравийского полуострова. Именно там кофе стали выращивать, потому что в Эфиопии использовали плоды, которые собирались с дико растущих деревьев. И потом уже через йеменский порт Мокка, который, в принципе, и дал название одному из первых сортов кофе, кофе попал дальше в Индию, потом на остров Мадагаскар и дальше в Европу, потом дальше где-то в 30-х годах 18 века он попадает в Центральную и Латинскую Америку. Ну и сейчас страной, которая производит больше всего кофе, является Бразилия. Но это не значит, что весь бразильский кофе вкусный. Вот. На втором месте в Латинской Америке находится Колумбия. Вот колумбийский кофе наиболее интересен, потому что он растет на большой высоте. Алексей, мы сейчас на рекламную паузу, а потом продолжим. Конечно. Hörmetli seyirciler, reklama buyurunuz. Сочные травы и горная вода при Эльбрусе придают продуктам Чабан неповторимый вкус и наполняют вас здоровьем и силой. Молочные продукты Чабан. Раскрой в себе силу и здоровье. Devam edeyim mi hörmetli seyirciler? Алексей, а все-таки кофе лучше горячим пить или холодным? Ну, теплым, как? Ну, лучше всего кофе пить, конечно, горячим. Но на самом деле кофе при остывании дает еще дополнительный вкус, потому что наши рецепторы приспособлены к температуре приблизительно 36-40 градусов. Язык человека чувствует температуру лучше всего именно в этом диапазоне. И многие дегустаторы пробуют сначала горячий кофе, то есть температура 60-65 градусов, а потом, соответственно, пробуют уже на остывании. На остывании добирают еще оттенки определенные. А иногда людям старшего возраста не рекомендуют пить кофе, дабы избежать заболеваний. Ваше мнение? Если вы уже начали пить кофе, то надо пить его. Потому что на самом деле кофе спасает и от болезни Альцгеймера, кофе предохраняет инсульты. Вот. Кофе очень хорошо тренирует сосуды на самом деле. И если вы уже пьете кофе, то его нужно пить. И это полезно. Главное не перебарщивать, то есть не больше 3-4 чашек в день. Так, на самом деле интересно. А сколько видов вообще кофе? Ну, видов кофе довольно-таки много. Более 20 сортов существует, потому что есть сорта, которые выведены с помощью селекции, есть сорта, то есть когда соединяли и создавали гибриды для того, чтобы повысить урожайность, повысить сопротивляемость болезням. Но естественной защитой кофе от всех болезней, от всех вредителей является кофеин. Это тот алкалоид, который и стал основным, когда человек полюбил кофе. Потому что действительно кофеин действует на сосуды головного мозга, он их расширяет, но в то же время сужает сосуды опорно-двигательного аппарата. Поэтому, когда говорят, что поднимается давление, ну, на самом деле не совсем так. То есть где-то оно поднимается, но где-то оно и падает. Поэтому, если хотите предохранить себя от большой дозы кофеина, можете добавить лимонного сока, взять долечку лимона, выжать в кофе. И это позволит
стенкам вашего желудка пропустить кофеин в кровь немножко медленнее. То есть это не будет подобно удару, да, это будет просто подобно хорошему ровному поглаживанию. И еще один такой вопрос в плане, вот в Турции, да, тоже кофе очень часто готовят, но его зачастую подают с водой, со стаканом воды. Да, это естественное явление, потому что нужно смывать жмых с ротовой полости, и к тому же вода позволяет каждый следующий глоток вам чувствовать точно так же, как первый. Поэтому вода очень важна. В Италии кофе тоже подают с водой, но для другого. То есть в Италии кофе пьется после воды. Вода сначала пьется для того, чтобы очистить рецепторы, потом пьется кофе. И в Италии ценят именно послевкусие. Чем дольше послевкусие, тем лучше кофе. А как правильно выбрать кофе? Тут рекомендаций как бы не очень много, надо все пробовать. Да. Только пробовать. Хорошо. Вы нам сегодня очень много рассказали, но я уверен, что еще Да. много мы должны будем услышать все-таки, придя на фестиваль кофе. Конечно, конечно. На фестивале Обязательно. кофе будут семинары и мастер-классы для любителей кофе. Будет очень много дегустаций, будет кофе от разных абсолютно производителей. Это свежая обжарка. В России она распространена. Довольно, практически в каждом областном городе есть своя обжарка. Вот у нас в Крыму есть уже 2 обжарочные машины. Одна находится в Дубках, другая находится в Евпатории. Пока ребята делают первые шаги, но я надеюсь, что в течение следующего года у нас в Крыму появятся еще 3-4 обжарочных машины, и крымчане тоже смогут пить свежеобжаренный кофе. Потому что свежеобжаренный кофе гораздо вкуснее, чем того кофе, который обжарен год или 2 года назад. Хорошо. Ну и в конце нашей замечательной беседы, какие у вас будут пожелания для телезрителей? Пожелания для телезрителей очень простые. Пейте кофе и находите в нем свою прелесть. Пейте разный кофе, готовьте его разными способами. Это позволит вам всегда быть в тонусе и всегда улыбаться утром. Спасибо огромное за то, что посетили нашу студию. Пожалуйста. Удачи. Спасибо вам. Удачи. Всего доброго. Урметлі сейерчілер, біздің яйынымыз девам етмекте, мұна қырым татарлар кебе хаве ішіп отырамыз іште. Шымды есе невбетекі рубрикамызды сейретеміз, анда ғалиба өлі сағлық хақында бір шер айтылacak, daha doğrusu sport hakkında. Elbette aziz teleseyirciler, Millet Teлеканалы енді sizni sport zallarga alып bara. Kelіңіз, yakınca tanış olыңыз ve oturgan yerlerinizde böyle meşguliyetlerini de beceriniz.